Олег Несторович, вас хочу поблагодарить вот за что. Вы действительно здраво оцениваете, откуда нам надо начинать и к чему нам надо идти. Вопрос вот. Мы говорим о программе. А что мы хотим видеть? Кого мы хотим видеть? Мы говорим о национальной безопасности, и мы должны помнить вот о чем, что система образования – это и есть наша национальная безопасность. Кого мы воспитываем? У нас все образовательные институты работают так, как хотят, придумывают то, что хотят. Они не реализуют те цели, которые нам нужны стратегически для нашего государства. Нам не сегодня надо это, вернее, нам надо решить это сегодня, но не ждать не сегодня, через 10 лет надо это ждать. Давайте попробуем создать, я не знаю, как-то наше предложение, может быть. Я знаю, что однозначно вы этот вопрос тоже обговаривали. Может быть, собрались бы какие-то рекомендации вообще по реализации программы в школах. К чему мы идем, кого мы воспитываем, кого мы хотим видеть в лице выпускника школы. Вот, Олег Несторович, вы сказали о том, что нужно рассмотреть объединение интересов всех граждан на основе традиционно-культурного подхода. Вот что самое главное. Мы все представители разных национальностей, да, но идти должны к одному. Меня, как специалиста системы образования, волнует именно это. У нас все социальные институты образовательные разрознены. Каждый думает так, как хочет. Каждый реализует так, как хочет. Я, может быть, скажу очень грубо, на таком очень бытовом уровне, но мы ограничиваемся 30 сентября и не более того. Мы ограничиваемся тем, что мы, вот абхазам, нам надо идти там вперед. Нет, у нас совершенно должна быть глобальная другая цель, которая сделает так, чтобы каждый представитель национальности, проживающий в Абхазии, захочет приобщиться и быть внутри. Мы говорим с вами о применении, но мы должны сказать об условиях принятия этой программы. Какие мы создаем условия для того, чтобы человек захотел быть, существовать и чувствовать себя гражданином. Вот тогда у нас будет национальная безопасность.